политический режим в Иране, он далеко не демократичный и далеко не такой, который во главе угла которого права человека. Там же, если мы Ну, посмотрим на то, что происходит в Иране, там страшные вещи происходят. там гражданские законы, скажем так, правят, а религиозный закон. То есть все женщины обязаны, нравится, не нравится, ходить в платках. Ну, я против такого отношения к женщинам, например. Женщина это такой же человек биологический, как и мужчины, просто физически слабее, может. А так они должны иметь право выбирать себе одежду, поступать в университеты, учиться, водить машину и так далее, и так далее. Ну, мы живем в 21 веке, почему мы должны жить по каким-то средневековым законам? А до этого там женщины, это было нормальное такое гражданское государство, женщины получали образование, э, ходили в университеты, водили машины там и так далее. Ходили в джинсах, в конце концов. Как хотели ходили. Они были преподавателями. А сейчас вот я, знаете, иногда замечаю, как иранки выходят из самолета, и тут же они снимают платки, вот эти вот балахоны, которые, и тут же идут с длинными волосами в джинсах, как и все остальные. Это значит, что они вот так хотят ходить вообще. Ну как можно целую половину народа заставлять ходить значит, в какой-то одежде, которая тебе нравится, да, там, например, или там ты считаешь, что в этой одежде нужно ходить. Для нас, я считаю, для нас это очень актуальный вопрос для Казахстана. Мы должны понимать, что вот те свободы, которые мы сейчас имеем, те свободы, которые женщины у нас имеют, права женщин, которые сейчас существуют, они могут быть нарушены очень быстро. То есть в Иране это произошел переворот, в Афганистане это произошел переворот. И все, наступила такая пора теократического государства. Сейчас в Афганистане женщинам разговаривать нельзя на улице, голос произносить нельзя. То есть птицам, животным, кошкам, собакам можно подавать свой голос, а женщинам нельзя. Права женщин в этом смысле сейчас меньше, чем права кошек сейчас в Афганистане. Вот до чего там дошло.